Белава Гена Давлетович. Когда в 92 году было 32 года. Мне 4 года. Отец участвовал в событиях с 89 года, что были столкновения. Война нас застала, мы находились в семье в Очимчирах, отец тогда был на Ватхаре, вот так. Дед нас потом вывез в Очимчиры уже от войны подальше, и поэтому с отцом мы вот эти моменты, в этот момент начала войны мы, так получилось, не увиделись. Брат после войны родился, а сестра на 2 года младше. Подробности я знаю, участвовал в Гагринском, в освобождении Гагры, а потом в основном на Восточном фронте. Так более такие подробности я уже знаю после войны. Отец был офицером в штабе Очимчирской восточной группировки. Остался, время такое было, тем более Очимчиры, она так близко находится к границе с Грузией. Отец остался в армии, там со своими боевыми товарищами, и там работал, проходил службу. В 96 году в Приморском, Гальском районе мы поехали на задание и там подорвались. Это долг был человека, каждого мужчины. Что я в этом там не вижу, здесь нету никакого героизма. Героизм там, может, женщины проявляли во время войны, там, старики, да, какую-то выдержку, а для мужчины это был долг. Для каждого абхаза долг был находиться там, где он находился, в тот момент с оружием в руках против врага. Поэтому я в этом не усматриваю там какое-то сверхдостижение. Это долг мужчины был, в первую очередь. Это не гордость, это просто как мужчина сделал то, что он должен был сделать. Я по-другому не знаю, как сказать. Горжусь я своей мамой, в первую очередь. И все это время были с матерью, и настоящий героизм проявляла она. Она строит детей, она одна, так. Я не слышал, что так говорил, просто есть какие-то определенные настроения, если люди, у человека сегодня плохое положение или настроение, но таких мыслей допускать ни в коем случае нельзя. Потому что у нас бы вообще, даже у нас этого не было бы, если бы не было этих жертв в этой войне. Я так считаю. За свободу страны, в первую очередь, за свой дом, за свой очаг, за свою семью. За что? То, что воевал каждый мужчина. У них был в свое время долг завоевать эту свободу. Наш долг сейчас ее сохранить и приумножить все, что было достигнуто. То есть это не какая-то сверхзадача, сверхцель, это просто наш долг. Как у них был там во время войны долг защищать свой дом, свою землю. История войны, история нашей семьи так получилась, к сожалению. Рассказать про моих дядек, отца двоюродных братьев. Джамбул Джопо, здесь, кстати, он у вас работал на телевидении, и Даур Джопо. Тут отца двоюродные братья, они тоже оба, к сожалению, погибли во время войны. То есть это там помимо отца, да, моя семья очень серьезно пострадала, к сожалению. Человеку можно сказать спасибо. В камеру спасибо не знаю. Кому надо поймет, а кто не поймет, все равно не поймет. Спасибо.